Ну что, друзья, всем салют! Рад вас видеть у себя на канале FinShop, полезный и не очень. Сегодня будет распаковка очередного смартфона. Смартфон у нас бюджетный, из линейки Infinix. Кстати, да, первый раз, ребят, у меня на канале будут смартфоны от компании Infinix. Были у меня Техно, это приблизительно то же самое, та же корпорация. Но именно модельки Infinix у меня не было. Она у меня будет первая на канале. Infinix Hot 30 это модель из линейки Hot 30. Из бюджетного сегмента есть у нас модель и попроще. Infinix Hot 30i. Но она уже совсем слабенькая. И я ее, конечно бы, вам не советовал брать. Хотя, если вы используете ее чисто как звонилку, вполне себе сойдет. Давайте открывать. Но перед этим попрошу вашей активности. Лайк, подписка за старание. Это очень помогает развитию канала. Спасибо. Ну а теперь погнали. Вперед. Вот такой вот он, но коробочки. Соответственно, зеленый, нарядный. Приезжает Infinix. Все зеленое, такое сине-зеленое, надпись Hot 30. Модель у нас, ребят, на 128 гигабайт. Точнее, 4 плюс 4 оперативной можно увеличить. Процессор у нас Helio G88. В принципе, вот так вот все это дело у нас выглядит. Здесь у нас все краткие характеристики вынесены. Все довольно неплохо. Смотрится. Давайте вскрывать. В последнее время у меня на канале зачастили бюджетники от китайских производителей. Кто не знал, Техно и Infinix это почти одно и то же. Оба принадлежат одной гонконгской компании Trans Holding. Потому что они действительно такие средненькие сами по себе и предлагают очень хорошие, в принципе, характеристики довольно-таки. Почему бы, как говорится, и не заказывать их. Так, открываем. Опа. Вот так вот все у нас здесь выглядит. Пока вроде неплохо. Яркая, нарядная упаковочка. Да, ребят, кстати, здесь у меня моделька в зеленом цвете, эксклюзивная, она редкая. Давайте открывать. Оп. О, неплохо. Как видим, ребят, лицом нас встречает сам смартфон Infinix Hot 30 с краткими стильными характеристиками данного смартфона. Процессор Helio G88, 8-ядерный игровой процессор. Ну, игровой, конечно, с натяжкой, но хотя это лучше, чем G85. А хотя G85 тоже себя неплохо показывает, поэтому можно его назвать и игровым. Экран у нас на 90 Гц, на 6,78 дюймов, 33 Вт быстрая зарядка, аккумулятор на 5000 мАч, 50 мегапикселей камера с ночным режимом и встроенным эффектом съемки. Ну, неплохо. Вот в таком вот он цвете. И ладно, пока мы отставим ее в стороночку. Посмотрим, что у нас в комплектации. В комплектации такая вот проставочка. Не, ребят, ну здесь уже комплектация совсем другая, не как в Техно. Техно уже ультра-мега бюджетно как-то все выглядело. Смотрите, такая черная проставочка, неплохо. Дальше у нас встречает макулатура, гарантийный талон. Ну а вот она. Бумажечка со всей информацией о сертификации разной. Дальше нас встречает чехол. Чехол в таком вот пакете бомж. Чехол нормальный, обычный, прозрачный. Без заглушки, ребят. Ну, хорошо. Вполне неплохо. Что у нас дальше? Дальше у нас идет скрепочка. Вот в отдельном таком пакетике. Блок питания. Такой объемный, большой. Давайте глянем, насколько он. 33-ваттная зарядка в комплекте. Это уже чувствуется. Отлично. Большой блок питания. Хорошо. Проверим, как он быстро заряжается. Ну и стандартный шнур USB Type-C. В принципе, все. Больше у нас ничего нет. Самое могу сказать, главное отметить, что это все дело хоть более-менее приятно смотрится, не как у Технопола. Убираем в стороночку. Нас здесь уже больше это не интересует. Переходим к нашему сегодняшнему герою. Вот такая красота, ребят. Давайте мы его достанем. Камера так неплохо выступает. Давайте мы уберем. Вот он, красавец. Сразу же, ребят, замечу, вот это уже другое дело. Пленочку нам наклеили с завода, в отличие от Техно. Здесь она у нас уже наклеена, здорово. Вижу такой минимальный подбородочек. Слушайте, прикольно. Очень даже стильненько выглядит. Как вам цвет, ребята? Ну, зачет, а? Ставим, ребят, пальцы вверх, кому нравится.
Неплохо, неплохо, неплохо выглядит. Ребят, он у нас матовый, а это значит, что на корпусе не будут оставаться отпечатки пальцев, что является несомненно огромным плюсом. Как видим, совершенно никаких следов. И здесь даже нет следов. Ну, роскошно. И рисунок такой в виде волны. Видим, камеры вот так вот у нас выпирают. Так что чехольчик надо будет в любом случае одевать. Имейте в виду. Ну что, ребят, включаем. Infinix by Android. Пока он у нас включается, давайте пробежимся по кнопкам и элементам управления. С правой стороны у нас расположилась качель регулировки громкости, вверх-вниз. Кнопочка питания, она же сканер отпечатка пальцев. На нижней грани разместились динамик, порт для зарядки USB Type-C, микрофон, 3,5 мм джек. Левая сторона у нас практически вся пустая, за исключением одного лотка под сим-карту. Давайте как смотрим, какой у нас лоток. Давайте глянем. Утопился. Я так смотрю, здесь у нас и проставочка есть. Неплохая, красная такая. Ну да. Ребят, есть у нас проставочка, как видим. Давайте я вам более-менее поближе покажу. Вот она. Красная проставочка. Да, лоток у нас, как видим, полноценный. Можно разместить одну карту памяти и 2 сим-карты, не жертвуя ничем. На верхнем торце у нас ничего больше нет. На тыльной стороне у нас разместился вот такой вот узор. Зелененький такой, типа а-ля волна. Интересная. И вот такой вот блок камеры. В такой матовой основе. Довольно гармонично смотрится. Давайте мы это отклеим. Штука. Она не нужна. О, теперь другое дело. Основа у нас такая, ребят, интересная. Видим. Совершенно отпечатки не оставляет. Две вот такие камеры, вспышка и надпись Infinix. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Кому дизайн понравился, палец вверх. Бирюзовый цвет, если камера правильно, неправильно вам передает. Ну и здесь аккуратный вырез под камеру в центре. Никакая не капля, а полноценное отверстие под селфи-камеру. Ну и вот такой видим на передней панели у нас динамик разговорный. Да, здесь у нас, еще раз отмечу, пленка наклеена уже с завода. Что большой, ребят, большой вам плюс. Молодцы. Он у нас быстро включился. Давайте как раз... Я и поднастрою, первый раз у меня телефон от Infinix. Все в зеленых тонах такое выполнено. Сим-карту пока пропустим. Давайте я подключусь. Далее. Инструкция по пользованию. Это понятно, нельзя вытаскивать. Удержание, перезагрузка. Условия использования. Присоединиться к программе повышения. Я принимаю. Далее. Подготовка телефона займет несколько минут. Буду настраивать сыновья. Первый раз телефон. Такой чести, я думаю, он удостоится. В принципе, довольно неплохо все сделано. Как для бюджетного сегмента, вполне даже неплохо. Я не помню, здесь есть стерео или нет. Вот как раз здесь и проверим, ребят. Неплохо. Выглядит очень и очень симпатично. Процессор довольно мощненький стоит, G88. Да, это не G90, как в Poco. Скопируйте приложение и данные. Мы не будем копировать. Будем его как новый настраивать. Проверка. Ввел Google аккаунт. Так, принимаем. Использовать устройство общения с ассистентом. Не надо. Пропустить. Еще с ассистентом. Зачем нам надо? Нет, спасибо. Дополнительные приложения. Подготовка телефона. Войдите в Infinix 1. Ну, мне оно не надо. Можно это все дело потом. Давайте проверим как раз, как у нас отпечаток пальцев работает. Так, пароль. Самый сложный в мире. Так, повторяем. Угу. И давайте проверим, как у нас срабатывает. Так, далее. Вибрация неплохая, ребят.
Давайте сразу и лицо, так сказать, проверим. Все, есть. Разблокировать экран. Окей. Все, клонирование телефона нам не нужно. Пропускаем. Вас приветствует XOS 12.6.0. Слушайте, ребят, довольно элегантно. Здесь минимальный подбородок, в отличие от того же Текно. Там просто действительно такой мамбальный. И он так выглядит компактно. Действительно компактно. Мне нравится. В целом, очень и очень даже приятное ощущение оставляет данный смартфон. Согласен. Давайте сразу зайдем в настройки. Посмотрим, что у нас здесь по экрану. Экран у нас адаптивная регулировка стоит. Система навигации. Я люблю, чтобы было чисто жесты. Навигация жестами. Чтобы не было никаких вот этих вот кнопок. Меня они немного раздражают. Навигация жестами. Все. Вот другое дело. Неплохо. Очень даже неплохо. Знаете что? Я сейчас проверю, какой звук. Если здесь стерео, это будет просто топчик. Red Magic 9 Pro станет единственным в мире смартфоном с плоской задней крышкой и чистым экраном без вырезок. Аппарат получит новейший топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3, камеру на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией и аккумулятор на 6500 мАч. Всех приветствую, друзья, вы на канале полноценная. не очень. Компания ZTE под своим игровым брендом Red Круто. Magic. Так, давайте проверим, как он у нас сидит в чехле. И такую красоту, хотя его можно носить без чехла. Отпечатки на нем не остаются практически совсем. Вот так вот он у нас лежит в чехле. Очень и очень компактно, плотно, я бы сказал. Чехол прикрывает все элементы полностью, как видим, с такими бортиками, как на лицевой, так и на задней поверхности. Так что можно смело ложить его. Он и вас играть не будет. И также можно и на экран ложить. Бортики чехла защищают его, и с ними ничего не будет, видим. В общем, чехол хороший, мне понравился. Даже слишком хороший в плане того, что он очень плотно прилегает. Я еле его одел. Ладненько, пока мы снимем, чехол нам пока не нужен. Давайте я вам расскажу, ребят, о его габаритах. В ширину он у нас 76,6 мм, в высоту 186,6 мм и в толщину у нас, ребят, всего 8,4 мм. Довольно тоненький. И весит он при этом всего 196 грамм. Очень компактный, особенно после лопаты Tecno Polo Neo 3. Там действительно он такой внушительный. А здесь он такой тоненький, элегантный, можно так сказать даже. Очень стильно смотрится. Эргономика у него все в порядке. Он очень плотно лежит в руке, не скользит, ничего. Материал корпуса, понятное дело, ребят, у нас пластмасса. Он весь пластмассовый, но пластмассовый, как видим, у нас очень практичный. Отпечатки у нас не остаются. Поэтому можно его смело даже и без чехла носить. Но я все равно советую такую красоту. Она просто быстро поцарапается. Это все-таки пластмасса. Видишь, хочешь не хочешь, это не металл. Он не такой долговечный. Я заметил, что вот подбородочек у него он явно меньше, чем с Tecno Polo. Давайте я вам недавно где-то был. Я вам покажу экраны. Аккуратненький такой и здесь. Такой довольно массивный. Да, он чуть больше, конечно, я не спорю. Более приятно, что ли, в руке ощущается. Может, просто потому, что это лопата гигантская Tecno Polo. С 7000-ным аккумулятором, может, поэтому. Так вот показалось, что подбородок здесь более аккуратный. Цвет у меня, ребят, зеленый. Есть также версия в белом и черном исполнении. Переходим, ребят, к экрану. Здесь у нас стоит IPS-экран на 6,78 дюймов с разрешением 2460 на 1080 пикселей. На борту у нас, ребят, повышенная герцовка до 90 Гц с возможностью выбора 90-60, либо автоматически по умолчанию. То есть телефон сам автоматически выставляет частоту, которая поддерживает приложение. Я уже говорил, что подбородочек у него небольшой. Мне это порадовало. Строится смартфон, ребят, под управлением Android 13 фирменной оболочки XOS версии 12.6.0 из коробки. За производительность отвечает 8-ядерный процессор Helio G88 в связке с 4 гигабайтами оперативной памяти типа LPDDR4. Кстати, ее можно, ребят, расширить в 2 раза, то есть будет 8 гигабайт посредством свободных ресурсов самого аппарата и 128 гигабайт постоянной памяти формата eMMC. Также есть возможность установки карт памяти до 1
терабайта. Давайте, ребят, как раз я сейчас установлю Antutu и проверим, на что наш сегодняшний герой способен прямо из коробки. Все это дело в прямом эфире, так сказать, при вас проверяю. Мне самому интересно. Мне этот Infinix Hot просто поразил. Во-первых, стерео и тут работает прекрасно. Он компактнее, чем Техно. Реально, не знаю, сколько он будет, конечно, работать. Проверю все. Сравню тесты с Техно Power Neo 3. Но пока что он мне больше нравится. Даже experience совершенно другой. То есть как-то чувствуется, что он побогаче, что ли. Я не знаю, попремиальнее этот телефон. И в руке он держится более комфортно. Не ощущается как гигантская лопата, которая вываливается из кармана. Ну и даже по плавности системы, хотя и там 90 Гц, но этот как будто быстрее работает. На толику, но быстрее. Это чувствует. Хотя там всего G85 стоит, а здесь G88. Это слегка, по идее, разогнано. Может, конечно, не он. Может, здесь связано с тачем. Я не знаю, насколько он здесь касание, ребят. Все это дело проверим, протестируем. Мне это очень будет интересно. Я думаю, вам тоже. Так что, ребят, ставим лайк, подписываемся на канал. Дальше будет много-много интересного. Не пропускайте, ребят. Удивительно на самом деле. Я думал, конечно, результат будет поболее. Но, как видим, первый же прогон показал нам результат в 264 295 баллов. Установим игру PUBG, запустим ее, проверим, как она работает. Давайте так, под этим видео соберем где-то 200-300 лайков. Давайте 300 лайков, все-таки я думаю, это немного при такой аудитории. Я запилю полноценный игровой тест данного смартфона. Если не соберет, ну нет, так нет. Время на это очень много уходит, на самом деле, ребят, проверять. А если это не нужен этот контент и вам не интересно, то зачем вы пилить? В общем, сами понимаете. Поэтому давайте, кого интересует игровой тест, огромное количество игр, больше 20 сделаю, ребят. Соберем 300 лайков, я сделаю. Если не соберем 300 лайков, ну тогда увы. Буду выкладывать на втором канале по мере необходимости. Второй канал, кстати, ребят, кто еще не подписан, переходите в описании, есть. Там я более подробно выкладываю обзоры с телефонами именно по играм. Так что, ребят, ссылочка в описании, переходите, кому интересно, подписывайтесь. Тихо. Сдохну. Че, родной? Ты думал свалить от меня? Нетушки. Ну что, ребят, прекрасно. 41-40 FPS. Отлично. Все применил, ребят. Ух, скотина. Ну, идите сюда. Прошить. Есть. Кого-то все-таки вынес. Еще одного. Да тише будь, ты чё так гасишь? Давайте поговорим о камере. Здесь у нас их три. Главный сенсор от Hynix HI5021 на 50 мегапикселей со светосилой f1.6. Умеет снимать видео до 2К при 30 кадров в секунду. Это максимум, что может данный процессор. Также заявлен специальный ночной режим. Все это дело будем проверять и смотреть, что такого специального там сделано. Вторая камера у нас это AI на 0,8 мегапикселей. Это у нас двойная LED вспышка. Селфи камера у нас на 8 мегапикселей. Со светосилой 2 и 45, по-моему. В общем, все будем тестировать. Интересно, что за специальный режим. Все активно будем проверять. Ну, наличие такого выступа гигантского вроде как бы должно намекать на то, что у нас... Вроде как-то должно намекать, что камера должна неплохо снимать. Так, здесь приближение. Все будем проверять, конечно. Не знаю, что за специальный ночной режим. Видео, как видим, пишется у нас максимум 2К 30 кадров в секунду. Больше оно не может. Куда без этого? Опа, у нас 10-кратное приближение. Ну, так, конечно, сходу тяжеловато что-то сказать. Будем проверять все, ребят. Будем проверять. А что интересно за ночной режим? Портрет. Режим Super Night. Вот он. Режим какой-то Super Night.
Проверим недостатки света. Пленка режим специальный, ребят, так называемый кинематографичный. То есть можно условно такие вот подсъемы делать. Видим. Тук-тук-тук. Потом еще один, допустим. Ну, не знаю. Давайте вот этот попробуем. Подсъем сейчас сделаю. Такая дополнительная фишка. А теперь все это дело воссоединяется. Вот. Смотрите, ребят. Все показываю вам. И здесь у вас готовое видео, так сказать, вместе обработанное и склеенное. Ну, для готовых видео, чтобы ты якобы не мучился. Вот, смотрите. Из 4 этих. Красивый монтаж, все дела там. Музычка. Разворачивается, активно видим. Так сказать, для любителей шортиков. Так, баловство, конечно. Но тоже приятно. Все проверим, ребят. Да, кстати, надо отметить, конечно, двойную LED-вспышку. Куда же без нее? Я вот сейчас вам покажу. Нормально, что? В принципе, хорошо сделано. Все проверим, ребят, конечно. Будем активно тестировать данный смартфон. Первое впечатление очень неплохое оставил. Здесь, ребят, у нас установлено полноценное стерео. Снизу и сверху 2 динамика. Давайте я вам включу что-нибудь, продемонстрирую, как он звучит. Давайте я вам покажу, ребят, приблизительно сравнение, чтобы вы понимали. То же самое продемонстрирую на Технополо. Здесь тоже у нас полноценное стерео. Здесь громче. Здесь не так громко. Но он более чистый, ребят. В более подробном тесте проверим, подключим наушники, как они работают. В общем, проверим его полноценно. Так, сейчас пока на скорую руку я вам показываю. В общем, чтобы вы имели представление. Здесь полноценное хорошее стерео. Давайте, ребят, поговорим и о аккумуляторе. Здесь установлена батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки, которая, кстати, у нас идет в комплекте. Чуть позже в подробном тесте проверим его на автономность. По коммуникациям, ребят, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC модуль, VIO LTE, ну и 3,5 мм разъем для наушников. В общем, весь джентльменский набор, так сказать, на борту. По итогу Infinix Hot 30 оставил только положительные эмоции. Конечно, может, за время активных тестов вылезут разные болячки, как это было у меня с Technopovo Neo 3. Но буду надеяться на лучшее. Все-таки Infinix составляет более премиальные, что ли, ощущения. Хотя, в принципе, по сути дела, это практически то же самое. Наличие минимального подбородка, то есть он реально поменьше, чем у Техно. Звук более качественный, то есть он не такой громкий, но более детализированный звук. Прям ощущается такое, знаете, бархатное звучание. К сильным сторонам отнесу NFC модуль, большой экран с повышенной герцовкой, полноценное стерео с качественным звуком, наличие быстрой зарядки на 33 Вт в комплекте. Ну и, конечно же, цена, ребят. За 10 тысяч это просто конфетка. К слабым сторонам отнесу, наверное, это камеру. Хотя я ее особо, конечно, ребят, еще не тестил. Но, скажу так, за эту цену сложно найти что-то более-менее адекватное на рынке. Так что это, скорее всего, придирки. Что-то ожидать более-менее достойное в таком бюджете — это просто глупо. Буду активно его гонять в разных тестах пару недель. Конечно же, делиться с вами. Так что подписывайтесь, чтобы не пропускать. А уже после запишу полноценный обзор со всеми плюсами и минусами данного девайса. Пиши, что проверить в первую очередь. Активно накидывай лайки для полноценного игрового теста. Залетай на мой телеграм-канал со скидками и новостями, там много всего интересного. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.